мы читали Андерсона «Тень», тогда мне было, наверное, лет 6 или 7. До такой степени в душу проникла вот эта вот фраза, а он уже больше ничего не слышал, потому что с ним уже покончили. Всегда в руках белая трость, рядом мама и верный лабрадор. Быть одному незрячему в современном городе практически невозможно. На обучение ориентированию уходит до полугода, да и инструкторов на всю Казань раз-два и обчелся. Окрестности изучить тоже надо, но на это надо время. Это надо им запомнить каждый вот шажочек, каждый поворот. Ну, я вообще не понимаю, как они это все ориентируются. Чуть-чуть с места сдвинешь, потерялся. Жизнь совсем не взаперти. Застать Диляру дома довольно непросто. Каждый день учеба. Она аспирантка КФУ, специальность филология и языкознание. В планах защита диссертации, изучение французского и итальянского. Учиться помогают поводырь, единственная собака, которой разрешен вход в университет, и спецсредства. Диляра в совершенстве владеет техникой скорослушания. Литературоведение. Л.Н. Ламунов. Работа по собиранию и изучению толстовского литературного наследия. Если бы я замедлила, да, вот, ну, слушал как обычную аудиокнигу, я просто могла бы не успеть прочитать, потому что, ну, объемы достаточно большие. В мире звуков Диляра живет с детства, и умение жить на ощупь кажется запредельными возможностями, так же, как и пользоваться обычным сенсорным телефоном. Это, конечно, не так, как прям вот по-зрячему все воспринимается. Я обращаю внимание на голос человека, на, скажем так, его поведение в разговоре, по звуку голоса, по шуршанию куртки. Я могу понять, что делает, в общем-то, человек, куда он там садится он или идет, или что вот. Я сейчас чувствую по вашему голосу, что вы сидите. Хотя я не дотрагивалась. Цена для входа в обычный мир для них очень высока. В прямом смысле принтер Брайля, например, стоит около 500 тысяч. Звуковое приложение в том же телефоне увеличивает его стоимость чуть не вдвое. Открыть дверь им помогает музыка. Ансамбль «Низами» существует несколько лет. Каждый из его участников – мультиинструменталист. Духовые, перкуссионные, струнные инструменты, некоторые из них исторические, экзотические. Ансамбль «Низами» по первым слогам фамилии ребят готовится к выступлению. Но только в репетиции время от времени вмешиваются сверху, стучат по батарее и угрожают полиции. Самая главная проблема – это неумение нашего общества сосуществовать вместе с инвалидами рядом. Чтобы были немножечко терпимее и чтобы хотели помочь. А то у нас все время возникают какие-то конфликты с окружающей нас средой. То в плавательном бассейне, где мы снимаем дорожку, нас обзовут уродами, то соседи сверху говорят, что мы им, мягко говоря, надоели и шлют нам всякие злые письма и предлагают обратиться в милицию. Правда, милиции мы почему-то не видели. Я говорю, пишите заявление, пожалуйста, пишите. Мы поговорим и с вами, и с полицией, и с администрацией. Но мы такие, у нас нет другой площадки, нам негде заниматься. Ходите, не стесняйтесь, посмотрите. Это как раз тот случай, когда не окрикнут и по рукам не дадут. Трогательные экскурсии для слабовидящих детей в Национальном музее Татарстана проходят регулярно. Но вот такой концерт – редкость. У ансамбля плотный график. Уже профессиональные музыканты дают по 30-40 концертов в год. В результате того, что мы подписали договор с Казанской государственной консерваторией, я думаю, что это двинется как-то с места. Мы будем готовить специальных педагогов по музыкальным дисциплинам, которые могут и умеют работать с материалом инклюзивным. То есть с детьми, к которым должен быть особый подход. Это дети с детским церебральным параличом, дети с ментальными какими-то отличиями. Это незрячие, и это, что удивительно, музыке можно обучать и глухих. У нас есть девочка, которая не слышит, но она поет и играет на музыкальных инструментах. Мы нашли тот спектр звуков, которые она ощущает, которые она воспринимает. Эти ребята во многом состоялись и благодаря уже фонду «Низами» нашли работу. Они сами уже преподаватели. И выбор профессии для тех, кто живет в мире звуков, не ограничен только музыкой. Ученики Дмитрия Бекчентаева, вдохновителя и локомотива проекта, возвращаются сюда спустя годы. Учусь сейчас в Казанском федеральном университете на теологии. До этого закончил Российский исламский университет. Наверное,
ни для кого не секрет, да, то, что в исламе именно Коран или же религиозная музыка, да, она очень распространена, да, и как раз таки на распев все происходит, да, чтение намазов, чтение азана, оно все на распев. И поэтому очень полезны эти уроки еще и для этого тоже, для профессиональной деятельности, для работы в мечети. Умеем ли мы тонко слышать? Отношения с теми, которые не такие, как все, остается камертоном социума. И если он сам изломан, то это значит, что темнота, равнодушие и злобы каждому в этом самом социуме, скорее всего, окажется слишком близко. Татьяна Тимошенко, Андрей Мохов, Андрей Ключников. 7 дней.